Примерно от 100 до 10 тысяч лет назад на нашей Земле происходили колебания климата. Оледенения сменялись межледниковьем. В ледниковые эпохи на территории Якутии климат был холодным и влажным, сокращались лесные пространства и развивались тундровые и тундростепные ландшафты. Растительные сообщества, богатые травами, в те времена занимали куда большую территорию, чем в современной Якутии. Это способствовало тому, что количество травоядных млекопитающих было выше, чем сегодня. Удивительно, но в центральной Якутии сохранилась еще та реликтовая степная флора, которая произрастала здесь во времена плейстоцена. Именно такой была кормовая база мамонтовой фауны. И мамонтовая фауна была таким аналогом африканской фауны. Если в Африке есть слон, то у нас жил лохматый слон, мамонт. В Африке носорог, у нас шерстистый носорог. В Африке лев, у нас пещерный лев. В Африке буйвол, у нас бизон. В Африке зебра, у нас дикая лошадь. И вот мамонтовая фауна, она была таким аналогом холодоустойчивым, лохматым, меховым африканской фауны, можно сказать. Поскольку ландшафты тундростепей, они во многом напоминали африканские саванны. Животные того времени очень хорошо приспособились к жизни в суровых ледниковых условиях. Они обзавелись густой шерстью с подшерстком, толстым слоем жира. У мамонта, например, имелся жировой горб. Выступающие части тела, уши и хвост уменьшились, чтобы понизить теплопотери. Также мамонт у нас имел складку на хоботе, такую специальную складку, куда, по одной из теорий, он во время сильных морозов туда он засовывал свой кончик хобота, чтобы его отогреть в этой складке. По другой теории, он использовал эту складку, чтобы ею набирать снег, ее отапливать и пить воду. Бивни – это такие большие зубы. А в отличие от африканского и индийского слона, у мамонта бивни были кривые. Причем изгиб загибался вовнутрь у мамонтов в бивне. По всей видимости, такими изогнутыми бивнями мамонту было гораздо удобнее разгребать снег зимой и доставать оттуда из-под снега траву. Также многие ошибочно считают то, что бивни слонов, не только мамонтов, это такие большие клыки. Но на самом деле бивни – это резцы, то есть передние зубы, а клыков у мамонтов вообще не было. И зубы мамонтов были очень большие, и характерной чертой слоновых, можно сказать, было то, что у них на зубах имелись такие ряды пластин. Эти ряды пластин создавали такую своеобразную терку. Мамонт хоботом запихивал себе траву в рот и пережевывал траву, и с помощью этой терки на зубах, можно сказать, они более хорошо, более тщательно перетирали растительность у себя во рту. И из-за этого лучше пищеварение, видимо, было. Еще один крупный представитель мамонтовой фауны – шерстистый носорог. В целом он был схож с современными носорогами. Однако отличался от них не только тем, что был покрыт густой и длинной шерстью, но и деталями строения тела. А рога у него отличались от современных носорогов тем, что его рога были плоскими с боков. Считается, что такими плоскими рогами можно было снег разгребать зимой и доставать оттуда траву. И наш шерстистый носорог также отличается от современных носорогов тем, что у него окостеневает носовая перегородка. Вот она, носовая перегородка. У современных носорогов тут дырка, можно сказать, а у шерстистого она окостеневала. Все почему? Потому что у современных носорогов их рога, они для того, чтобы драться, для красоты, то у носорогов рог был таким органом, в первую очередь, рабочим, чтобы доставать из-под снега траву, и поэтому это место надо укреплять. Как и все носороги, он был исключительно растительноядным животным, питавшимся в основном травянистыми растениями, в изобилии росшими в тундростепи. В те времена можно было встретить на одной территории животных, которые сегодня разбросаны по разным природным зонам. Например, в составе мамонтовой фауны степной сайгак мог встретиться с тундровым овцебыком и песцом. Сегодня в дикой природе такое невозможно.
а во времена мамонтов это было обычным явлением. Верховным хищником мамонтовой экосистемы был пещерный лев. Первобытные люди, когда на наскальных рисунках рисовали пещерных львов, они их рисовали без гривы. По всей видимости, так оно и было. Гривы у них не было, этим они отличались от современных африканских львов. И, возможно, из-за этого они были животными одиночными, а не стайными, прайдными, как современные львы. Грива для современного льва-самца нужна для полового диморфизма, для сигнализации другим особям. Это элемент такого социального поведения, можно сказать. Продукт социального поведения грива льва. Так как у пещерного льва гривы не было, то, видимо, возможно, может быть, никакого социального поведения у пещерных львов не было. На территории природного парка Ленские столбы, как и по всей Якутии, каждый год происходят новые находки костных останков древних зверей. Открываются новые местонахождения. Обломок бедренный. Радиоуглеродные датировки показывают, что большинство костных останков в этом районе имеют возраст Каргинского межледниковья. В это время происходило потепление климата, что способствовало появлению термокарстовых ловушек, заболоченных территорий, топей, где мамонты и другие животные могли увязать и погибать, сохраняясь в палеонтологической летописи. В меньшей степени присутствуют кости животных времен последующего сартанского оледенения, когда климат стал более холодным. В 2019 году участниками экспедиции летней школы при Северо-Восточном федеральном университете было обнаружено новое местонахождение останков позднеплейстоценовой мамонтовой фауны на левом берегу реки Лены на ручье Нюргуну. Определены останки древнего бизона, северного оленя и многочисленные фрагменты скелета шерстистого носорога. На рубеже плейстоцена и голоцена произошло вымирание мамонтовой фауны. Виновата ли в этом охотничья деятельность человека, изменение климата или комбинация этих факторов, еще точно неизвестно, и данный вопрос остается дискуссионным. Однако мир в это время сильно изменился. Тундростепи вытеснили таежные леса, широко расселились лесные животные. Территория Якутии для палеонтологии является настоящим архивом для изучения доисторической жизни на Земле. Недра, охваченные вечной мерзлотой, хранят в себе следы флоры и фауны, существовавших многие тысячелетия назад. Благодаря многочисленным находкам и их изучению мы имеем представление о той жизни, которая была когда-то на нашей Земле.